В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лолуа. Здравствуйте. 4 марта в Абхазии – день памяти двух первых президентов республики. В этот день, на 65-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался основатель современного абхазского государства Владислав Арзынба. Смерть первого президента совпала с днем рождения второго президента Сергея Багапш. В этот день руководители республики, представители общественности, учащиеся возложили венки к местам захоронения двух известных государственных деятелей. К мемориалу Владислава Арзынба в селе Нижняя Ишера Сухумского района, а затем к могиле Сергея Багапш в селе Джгярда Очимчирского района. Сария Смыр расскажет, как прошли памятные мероприятия. В целом я считаю, что я счастливый человек. Те испытания, которые выпали на долю нашего народа, и то, что происходило, и то, что сегодня, конечно, это оставляет очень тяжелый след в душе. Но я думаю, что все же у нас есть и хорошее будущее. И дай Бог, чтобы Всевышний всегда как-то хранил всех нас, весь наш народ. 6 лет назад не стало Владислава Арзынба, выдающегося государственного и политического деятеля Абхазии, основателя современного абхазского государства, первого президента республики. В период освободительной войны его харизматичность, твердость воина и политика дали народу уверенность и силу в борьбе с агрессором. Он заставил весь мир услышать об Абхазии и громко заявлял со всех трибун, что и малочисленный абхазский народ имеет право быть свободным. Арзынба сумел сплотить народ в самый ответственный момент его истории. Наши ребята во главе с ним выстояли и освободили нашу родину от врага. Если бы он сегодня был с нами, я думаю, что мы намного вперед пошли бы в экономическом плане, вообще во всех отношениях. Народ, наверное, наш был бы дружнее. Все, что было сотворено вот в эту эпоху, это непосредственно Владиславом Григорьевичем, это его соратниками, это нашими воинами. Благодаря этому всему у нас сегодня есть страна, у нас есть наш язык, у нас есть мирное небо над головой. Меня очень сильно радует то, что такое количество молодых людей приходят, чтят память нашего первого президента. Владислав Арзынба каждую неудачную военную операцию и гибель бойцов пропускал через себя, но продолжал бороться за победу, за свой народ. Нет, наверное, ни одного абхаза, который с болью не вспомнил бы о Владиславе Арзынба. Для меня он был еще и близким человеком в общении. Мы знакомы были с ним давно. Знаете как, я могу говорить много, но говорить о Владиславе Григорьевиче сложновато, потому что все уже сказано, и навряд ли мы что-то новое придумаем. Я еще раз говорю, это величайший человек. Молодое поколение с трепетом относится к памяти первого президента. Каждый год в этот скорбный день, приезжая к мемориалу, отдают дань памяти великому сыну абхазского народа. Они многое знают о Владиславе, то, что он вселил в свой народ веру в собственные силы, дал возможность учиться на родном языке, гордиться своей многовековой историей. Редко, когда лидерам нации суждено видеть плоды многолетней борьбы. Владислав Арзынба верил в неизбежность признания независимости Абхазии, и судьба дала ему возможность разделить со своим народом и эту радость. Сегодня в Абхазии вспоминают и второго президента Сергея Багапш, которому 4 марта исполнилось бы 68 лет. Возложить цветы к его могиле в село Джгярда приехали руководство Абхазии, родственники политика, школьники. Вся страна вспоминает Сергея Васильевича Багапш, президента Абхазии, достойного президента, для которого весь народ Абхазии, независимо от национальности, от возраста, был един. Это был его народ.
Сергей Багапш был открыт для народа, прост в общении, никогда не делил людей по социальной принадлежности. Он возглавил страну в период жесткого политического противостояния, сумел найти общий язык со многими оппонентами. При нем независимый статус Абхазии был признан Россией. 4 марта останется в нашей истории особым днем, перекрестком судеб и вех на пути развития нашего государства. Сария Смыр для событий недели. Еще одна дата. 4 марта – день установления советской власти в Абхазии. По традиции представители Компартии, учащиеся, студенты возложили венки к памятникам абхазским большевикам Нестору Лакоба, Ефрему Эшба и мемориальной доске на доме, где жил их соратник Николай Кертава. 4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, а 31 марта Абхазия была провозглашена независимой Советской Социалистической Республикой. 4 марта – особый день в истории нашего государства. Фактически в этот день Абхазия приобрела свою независимость. И этот день традиционно всегда праздновался. Этот день связан с двумя событиями. Одно очень траурное, печальное – это смерть первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардземба и день рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапши. Они достойные продолжатели дела Нестора Лакоба по приобретению Абхазии своей независимости. Мы возвращаемся к главному политическому событию в республике – парламентским выборам. 2 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты парламента Абхазии. С предвыборной гонки снялись 4 кандидата. В итоге на 35 мест в парламенте претендуют 139 кандидатов. 24 кандидата идут в парламент от 4 политических партий, 115 от инициативных групп. Своими наблюдениями об избирательной кампании с нами поделится директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Доменя. Здравствуйте, Олег Несторович. Здравствуйте. Итак, мы вышли на финишную прямую. Выборы отличаются высокой конкурентностью, и избирателю есть из кого выбирать. 139 кандидатов. 24 кандидата идут от политических партий, 115 от инициативных групп. Как вам такой расклад? Высказывается такое мнение, что нужно в законодательстве предусмотреть выдвижение кандидатов только лишь от политических партий. Вот ваше мнение. Законодательство, которым мы пользуемся сегодня, оно нуждается в серьезной доработке, в серьезной корректировке. Оно определяет лишь количественную сторону формирования парламента, а не качественную сторону. А это чрезвычайно важно. Значит, потому, еще раз повторяю, законодательство нужно серьезно пересмотреть. А не так, как, скажем, мы делаем. Припутрили, там какие-то изменения внесли, и мы считаем, что вот, пожалуйста, новое законодательство. На самом деле такового нет. В силу чего сегодня наше общество и власти в том числе сталкиваются с серьезными трудностями при формировании будущего парламента. Ну, например, какие изменения вы можете так вот в тезисной форме? Вы знаете, еще раз могу сказать о том, что о важности качественной стороны. То есть речь идет о профессиональной компетентности и моральной в преданности интересам государства. Вот почему, например, скажем, у многих избирателей вот такое пессимистическое отношение к своим кандидатам и вообще к формированию будущего парламента. Абхазский парламентаризм утратил свой, то есть утрачивает свой авторитет. Говоря о качественном составе, о том, что нужны изменения, и в том числе и введение возрастного
и образовательного ценза. Сейчас кандидатом в депутаты может идти человек, которому 25 лет, да, и все-таки возраст такой небольшой для такой серьезной работы. Мне представляется, что сейчас мы чрезмерно увлеклись омолаживанием будущего парламента, и причем рынулись в эту гонку люди, которым не хватает ни жизненного опыта, во всяком случае, недостаточен их жизненный опыт, это раз, недостаточен также и их профессиональная подготовленность. Вы представляете, значит, наш парламент ведет не только внутриполитическую деятельность, а парламент должен вести и внешнеполитическую деятельность. Значит, парламент наш должен работать со своими коллегами из Государственной Думы Российской Федерации, где каждый из третьих фактически является доктором наук. И как наш выпускник будет вести переговоры, межгосударственные переговоры, как ему состыковать интересы Абхазии и России и убеждать своего российского коллегу. Значит, наш будет в лучшем случае выглядеть как прилежный ученик. А нам нужен партнер, то есть нам нужен абхазский партнер для российского депутата Государственной Думы. Вот в этом плане я не представляю вообще, как эти контакты будут полезными и для России, и для Абхазии. Тем более, вот законодательство к чему привело. Я думаю, что ни одного русского депутата не будет сегодня в будущем парламенте. Вы за национальное квотирование? Да. Ну, я не знаю, это национальное квотирование или еще какие-то другие механизмы можно придумать для того, чтобы обеспечить пропорциональное представительство этнических общин в парламенте. Мы государство цивилизованное строим или этнический парламент мы формируем? Это же имеет серьезное политическое значение, а потом, когда нас упрекают нас в том, что мы формируем этнократическую власть, мы начинаем обижаться. Я хорошо помню, в наше время нас было 28 абхазских депутатов. И было 13 других депутатов. И они нисколько нам не помешали. Напротив, они нам помогали. Вместе мы воевали. Вместе мы отстаивали интересы Абхазии. Значит, что сейчас случилось? Почему, как вы думаете, почему граждане других национальностей, они проявили такую пассивность на этих выборах? Это не пассивность. Это не пассивность. Это вот такой закон у нас. Значит, этот закон должен предусматривать не просто будто население Абхазии одноэтнично. А на самом деле, если мы гражданское общество строим, если мы цивилизованное общество мы строим, мы должны учитывать интересы всех граждан нашей республики. В том числе и в особенности этнические общины, у них тоже свои интересы. Они не должны быть противоречить нашим государственным интересам, но я знаю, что они за то, чтобы абхазское государство состоялось. Сегодня фактически ни один человек не может идти в парламент со своей программой. Не имеет вообще морального права об этом говорить, потому что о какой-то программе кандидат в депутаты может говорить тогда, когда он идет от партии, у которой есть такая программа. И он идет в парламент для того, чтобы эту программу реализовать. Но есть ли у нас такие партии, у которых есть такие программы? Программы предвыборные. В наших условиях должна быть единая государственная программа, принятая государством, принятая парламентом, утвержденная президентом. Одна программа.
И для ее выполнения должны все идти. А партии предлагают шаги. Партии могут, естественно, предлагать какие-то шаги, какие-то методические рекомендации, как эффективнее выполнить ту или иную программу, которая существует в обществе. А у нас, к великому сожалению, за все эти 20 лет мы без всякой программы развивались. Не имели никакой программы, а потому мы имеем и такие результаты. Ваша мысль понятна, Олег Несторович. У меня такой следующий вопрос. Вот вы выше говорили о том, что много молодых людей идет в парламент. Каким вам видится будущий политический расклад в парламенте? В нынешнем созыве есть депутаты от оппозиции, есть независимые депутаты, есть провластные депутаты, то есть весь политический спектр. А каким после выборов будет парламентское большинство, вот на ваш взгляд? Я не досказал тогда, значит, вот молодые, естественно, должны быть и во власти. Не только в парламенте, но и в исполнительной власти, в судебной власти. Молодые люди должны быть. Но они должны быть в паре с опытными людьми. Вы обратите внимание, например, скажем, как человек формируется. Представьте, вообще в обществе нет опытных людей, пожилых людей, опытных людей, остались одни молодые. И как они будут формироваться? Или обратите внимание, например, скажем, вот есть такие, вы молодая, наверняка интересуетесь спортом, да, вот где коллективные игры, баскетбольная команда, волейбольная команда, без тренера невозможно. Футбольная команда. Как формируется футбольная команда? Наиболее оптимальной футбольной командой считается там, где есть сочетание, разумное сочетание опытных игроков с молодыми. Опытный игрок так быстро не бегает, как молодой, но молодой игрок так не может ювелирно передать мяч своему партнеру, как это опытный игрок делает. Он должен у него учиться, и тот свой опыт должен ему передавать. И так в социальной жизни это происходит. И наш парламент не исключение. И наша исполнительная власть или судебная власть тоже не исключение. Должны быть и опытные люди. Олег Несторович, а как же смена поколения? Сложный вопрос, очень сложный. Но вы знаете вообще, к великому сожалению, такие острые вопросы возникают, знаете, временами. Мы начинаем думать, что делать тогда, когда уже арба либо перевернулась, либо переворачивается. А когда арба идет по плохой дороге, и что она может там перевернуться, мы видим, но мы молчим, мы другими заняты. То, что сейчас вот выборы происходят, и вы эту тему поднимаете, это правильно вы делаете. Конечно, эта тема очень серьезная. Она требует глубокого и серьезного анализа с заключениями, выводами и предложениями. Таких выводов, то есть такого анализа мы не проводим. Да, мы не проводим, и это очень плохо, что мы этого не проводим. Если мы проводили бы, если мы учитывали бы, если мы учились бы у своего собственного опыта, мы сегодня выглядели бы лучше. Олег Несторович, так каким вам видится парламентское большинство? Я хотел бы, значит, знаете, чуточку рассказать вам о своих впечатлениях. Я в 3 селах побывал на встрече с кандидатами в депутаты. Так. И какое впечатление я вынес. Люди на самом деле у них снижается, все больше и больше снижается доверие. К различным ветвям власти. Да, доверие снижается. Проблемы, с которыми они живут, годами нерешенными остаются. Я их не виню. Вы понимаете, сейчас при таком законодательстве, как им сложно сделать свой выбор. Никаких критериев, никаких правовых и иных механизмов в их распоряжении нет. И нашему простому избирателю приходится сделать свой выбор, исходя из родственных отношений, соседских отношений или еще каких-то бытовых отношений. Так государство же не может формироваться. Правовые механизмы должны быть упрощены, значит, сделаны таким образом, чтобы избирателю легко было определить. Он не знает вообще, что за собой представляет парламент.
И кандидат в депутаты предлагает свои услуги. Я вам улицу приведу в порядок, или освещение сделаю, или еще, значит, мешок муки дам, дай свой голос и так далее. Это тоже имело место. И имеет, к великому сожалению, место еще сейчас. Я своими глазами видел, как кандидат в депутаты приводит улицу в порядок и так далее. Это не дело кандидата. Этого нельзя допускать. Мы выбираем депутата, а не начальника жилищно-коммунального хозяйства. Конечно. Это подкуп голосов, значит, это стыдно. После 20 лет, более 20 лет существования нашего государства, до сих пор вообще не знаем, чем занимается парламент и чем должен заниматься депутат парламента и так далее. Вот в этих условиях мы возложили всю ответственность на этого крестьянина, крестьянин или простой избиратель, который, еще раз повторяю, плохо себе представляет вообще, что собой представляет парламент, депутат. Вы знаете, даже образованный избиратель у кандидатов просит решить жилищно-коммунальные проблемы. А вы знаете, я даже больше скажу вам, даже образованные люди, носители больше обывательского мнения, чем простые люди. Я об этом говорил, и в том числе и с эфира говорил, о том, что накал страстей будет большой. А на каких избирательных участках ожидается наибольший накал страстей? Естественно, там, где много. Да, там, где много, потому что им приходится как-то распределиться, значит, знаете, как-то... То есть там, где жесткая такая конкуренция? Да, конечно, там, да. И вот то же самое, вот эту конкуренцию мы воспринимаем как нечто великое благо, демократическое. Оно для нас, для маленького общества, населения, где, значит, голосующих около 160 или 140 избирателей, да, значит, это очень тяжелый груз. То есть это не хороший признак подлинной демократии? Во всяком случае, значит, демократия во многих своих чертах она оказалась ущербной для нас. Некоторые считают о том, что большинство идет в депутаты, видя в депутатстве залог личного благополучия, и либо это возможность оградить себя и свой бизнес от проблем. Вот такое мнение тоже бытует. Несомненно. Это не только бытует, не только в приватных беседах это звучит, но и в публичных беседах. На встрече с кандидатами в депутаты это уже звучит. Я никого не ругаю из власти. Это, скажем, критиковать власть односторонне, это тоже ничего не дает. Очень деструктивная эта критика. Мы должны критиковать и себя, и окружающих, и власть. Ибо мы все едино сцеплены друг с другом. Мы избавиться друг от друга не можем. Конечно, власть здесь несет большую ответственность, чем простой гражданин. Но простой гражданин сегодня, видите, вот эта депутатская независимость тоже очень остро обсуждается. Вот мы вас изберем, а завтра, став депутатом, вы независимы от нас. Вы 5 лет, мы вас не увидим. Вот что они говорят. Ну а как избирателю разобраться? Что избирателю вы предлагаете? Разобраться, значит... На что нужно обращать ему внимание? То есть правила, по которым общество, государство живет, правила, по которым, скажем, избирание, формирование парламента происходит, или исполнительная власть происходит и так далее, эти правила должны быть достоянием ума простого гражданина. Каким образом это сделать? Он должен это понимать. А для того, чтобы он это понимал, ему надо объяснить. Может ли так случиться, что вот выборы продемонстрируют недоверие абхазского избирателя к институту законодательной власти? И будет ли вообще явка, ваш прогноз? Я думаю, что явка будет. Явка будет. Но второй тур все-таки придется повторять. Да, и кроме того, судя по тому, что кандидаты пока говорят, и я же слушаю кандидатов не только непосредственно, но и через ваш
эфир я слушаю, да, многие, я всех, конечно, не говорю, есть достойные кандидаты, которые знают, что им нужно делать, оказавшись в парламенте. Есть и такие люди, слава Богу. Но большинство, из которых вот ваше телевещание или ваши коллеги по АБЗ показывают, большинство очень далеки. Они не знают. Вот депутат должен сегодня, он хочет стать депутатом. Ответы у него в голове, в сознании должны быть на ключевые вопросы. Он придет завтра в парламент. Чем он будет заниматься в течение дня? Он уже должен знать. Какие законы в первую очередь ему необходимо принимать? И почему, как он собирается этих законов отобрать? Какие законы важны? По каким критериям он будет определять? А у него нет этих критериев. Он считает, вот этот закон нужен. Почему он так считает? Это его мнение. Мы вообще видим, что здесь тоже у вас возникает полемика. Да, я так считаю. Депутат не должен рассуждать вообще так, озвучивать, что я так считаю. Депутат должен с точки зрения государственных интересов рассуждать. А свою точку зрения он может дома за чашечкой кофе или чая и говорить и так далее. А тут государственные интересы, интересы общества. Вот он должен говорить, вот такой подход, такое решение этого закона отвечает кровным интересам наших граждан и нашей страны, нашего государства. Я возвращаюсь к своему основному вопросу. Каким будет парламентское большинство? А мне кажется, нужно оценивать деятельность парламента с точки зрения его эффективности. Никто будет больше, да пусть будет негр в парламенте, если он приносит благо нашему обществу, я его поддерживаю. Независимо от того, какой партии он принадлежит, оппозиции или власти. Есть люди, которые поддерживают власть ради своих собственных интересов. А есть и такие, значит, и среди оппозиции. Но мало мы видим людей, которые в интересах государства, в интересах страны там работают. И потому хотелось бы думать, что в будущей власти все-таки будут люди. Я знаю, есть такие люди, их мало, но есть такие люди. А что вы ждете от нового созыва парламента? От нового созыва я хотел бы ждать, знаете что, все-таки парламент осознал серьезность ситуации и принял на себя ответственность за решение проблем, возложенных Конституцией на плечи парламента. Значит, это очень важно. У молодых, кстати говоря, в этом плане есть перспектива того, что они могут учиться серьезно, ответственно. Значит, учить, изучать, исследовать состояние нашего общества. Не зная состояния нашего общества, настроение наших людей, где им что болит, каков потенциал этого общества, на что оно способно, каковы его навыки, способности. Все это должно быть предметом анализа, специального анализа, взвешенного анализа, с тем, чтобы принять решение. Вот я, значит, на встречах бываю и так далее, бываю для того, чтобы услышать людей, для того, чтобы услышать кандидатов в депутаты, рассчитывая на то, авось кто-то есть. Авось что-то разумное есть среди народа, потому что, знаете, народ никогда не ошибается, народ всегда прав. С этим фактом мы должны считаться, и мы должны его слушать. Да. И вот с этой надеждой я иду, я завтра собираюсь в село Арасадзых. Да. Там встреча кандидатов в депутаты Губского избирательного округа. Мы были в село Акваска, были в Паквеше, в Губах мы вчера были. Прекрасный разговор состоялся вчера, кстати.
прекрасный разговор. Такие острые вопросы. Но насколько дипломатично человек ставит, никого не обижая, никого не задевая, никого не черня. Но существо вопроса он говорит. Хотим того или нет, наш избиратель, он остается в плену вот это родственно-клановых отношений. К сожалению. Он остается в плену. Значит, он, конечно, ему далеко до гражданского мышления, до государственного мышления. Ему пока это трудно понять, осознать, вобрать в себе. Законодательство, скажем, избирательное законодательство, они должны были хотя бы посмотреть немножко, продумать, произвести, значит, анализ предыдущих и так далее, ввести там какие-то, в конце концов, можно же было даже... А как можно... Тестирование можно было провести? Тестирование. Во многих государствах, не только при выборе парламентов, но и при назначении министров, заместителей министров, проводятся тестирования. Чтобы определить уровень образования? Естественно. Определить, вот, значит, если мы проводили бы, практиковали бы грамотно организованное тестирование, из 139 наверняка осталось бы 39. Будем надеяться, что новый созыв парламента вот это все учтет, о чем мы с вами говорили. Я тоже хотел бы надеяться. И ценз учтет, и возрастной Я никого не унижаю, никого, значит, не хочу чернить и так далее, и так далее, и так далее. Просто человек должен знать свой потенциал, свои границы, свои пределы своих возможностей, интеллектуальных, какими навыками он обладает, какими способностями он обладает. Вы сейчас можете меня посадить в космическую ракету и направить на Луну? Вы сами не сядете? Я сам не сяду, конечно. Парламент тоже это профессиональный вид деятельности. И не всякий может. Высшее образование, это не вузы, не готовят, наши вузы не готовят депутатов парламента, чиновников не готовят. Значит, они могут готовиться где-то в партиях, но таких партий у нас нет. Олег Несторович, будем рассчитывать на мудрость избирателей, на то, что они разберутся, и в итоге мы получим качественный состав парламента. Все-таки хочется на это надеяться. И от вас очень много зависит, коль скоро вы рассчитываете на мудрость нашего избирателя, а она есть у нашего избирателя. О чем вы выше говорили. Да, она у него есть. Это тоже заметно. И очень много для того, чтобы вот этот ресурс был востребован и использован в интересах его же избирателя, очень много зависит от вас. Каковы ваши передачи? Будем стараться, Олег Несторович. Да. Спасибо, что пришли, поделились своими наблюдениями о том, как идет предвыборная кампания и о том, каким должен быть новый состав парламента. Спасибо большое. И вам тоже спасибо. До свидания. Успехов вам. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Доменя. Мы продолжаем выпуск. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир абхазского телевидения предоставляется кандидатам от Сухумского избирательного округа номер 3 и от Харского округа номер 14. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.